Всем известно, в республике Коми добывают уголь, нефть, газ, бокситы. Кроме того, есть перспективные районы, в которых можно добывать золото, бариты, хромиты, горючие сланцы, титан, марганец, пьезооптический и жильный кварц и многое другое. От добычи полезных ископаемых напрямую зависела и зависит экономика региона. При освоении новых месторождений прокладывались новые дороги, строились населенные пункты. Сегодня мы расскажем о тех, чьи имена прочно вписаны в историю индустриализации нашей республики, об ученых Института геологии Коми. Именно они раскрывают тайны недр нашего края и совершают уникальные открытия мирового масштаба. В холле Института геологии посетители встречают огромный кристалл горного хрусталя, он же кварц или оксид кремния. Кстати, это самый распространенный минерал на Земле. В нашем регионе он добывался в промышленных масштабах. В 1985 году Институт геологии переехал в это здание, и ему понадобилась визитная карточка. Представительный и яркий минерал, который поражал бы своим видом и свидетельствовал о богатстве и уникальности недр республики. Нашли его на приполярном Урале на месторождении Додо. Вес хрустального исполина 1300 килограммов. Но такую громадину доставить из штольни оказалось совсем непросто. Извлекали из породы, а затем транспортировали в Сыктывкар вертолетом, самолетом, поездом, автомобилем этот кристалл аж 1,5 года. Если бы великана не забрали в институт, его бы просто раздробили и сделали из него ювелирные украшения или использовали в электронике. У кристалла идеальные грани и 2 вершины, словно шлемы витязей. Оттуда и название «Витязь». О богатствах Печорского края на Руси было известно еще в XIII веке. В 1492 году великий князь Иван III направил в район реки Цильмы первую в истории государства экспедицию для поисков серебряных и медных руд. Ценные металлы добывали здесь недолго, но по сообщениям Карамзина из добытого на Цильме золота выплавили медаль с изображением святого Николая, которую великий князь подарил своей дочери Феодосии. С XIII по XIX век в наших краях побывало множество экспедиций, в том числе иностранных. Только Российской академией наук и Русским географическим обществом было организовано 15 экспедиций. Многочисленные путешественники проводили комплексные исследования, описывали быт местного населения, особенности флоры и фауны, рельефа и геологического строения. Согласно письменным источникам, в районе реки Ухты в XVI веке была обнаружена нефть. Впоследствии в разное время предприниматели, промышленники и меценаты своими силами и средствами изучали и пытались здесь ее добывать. Уголь впервые во время своего путешествия по нашему краю на берегу реки Соплеск увидел граф Крузенштерн. В 1846 году он даже описал эту находку. После экспедиции исследователи составили первые геологические карты Печорского края. Первая геологическая карта – это карта Кейзерлинга. Он посетил нашу территорию в 1884 году. Впервые была нанесена Тиманский кряж и Уральские горы. Это Тиманский кряж. Это уже более детальные геологические исследования провел Феодосий Николаевич Чернышов. Если сравнить карту Кейзерлинга, там только такие исследования достаточно поверхностные, обобщенные. А Чернышов уже более детально исследовал геологическое строение. Несмотря на огромное количество экспедиций, целостной картины геологического строения региона не было. Но записи и карты первопроходцев легли в основу дальнейших исследований. В советское время началось планомерное и целенаправленное изучение природных богатств Коми. Стране нужны были энергоресурсы. В разные районы Европейского Севера было направлено 23 исследовательских отряда, среди которых был Печорский отряд Александра Чернова. Результатом исследований стало открытие огромного угольного бассейна, который в 1925 году назвали Печорским. В 1930 году Георгий Чернов открыл воркутинское месторождение каменного угля. Благодаря этому началось строительство Воркуты.
21 августа 1929 года. Эта дата считается точкой отсчета истории нефтяной промышленности Республики Коми. Тогда на реку Ухту прибыла экспедиция ОГПУ, которая состояла из 139 заключенных, в том числе геологов, инженеров, техников, среди которых были именитые ученые, не по своей воле приехавшие осваивать север. С этого времени начинаются широкомасштабные геологоразведочные работы в регионе. Начинается выявление и освоение месторождений полезных ископаемых. Появился поселок Чебью, который позже переименовали в город Ухту. В Ухтинской экспедиции работало по 2000, по 2500 единовременно людей. В Ухтинскую экспедицию в 1929 году по своей, не своей воле пришли выдающиеся ученые. Войновский, Кригер, который командовал геологией на севере. Нельзя не вспомнить многих других, которые изучали угольные месторождения, которые разведывали ухтинские нефтяные и газовые месторождения. Даже перечислив руководителей, большое количество людей в Ухте, Трофимов, Черный, не говорю уже о нефтяниках, ведь у нас 170 месторождений в Тимано-Печорской провинции, 220, у каждого месторождения по 10 первооткрывателей. Это какое количество людей я должен перечислить? В 20-е и 30-е годы Александр Чернов дал прогноз нефтегазоносности Средней Печоры, Верхней Ижмы, восточной части Большеземельской тундры. В 1935 году в стране было открыто первое газовое месторождение – Сидьольское. Были обнаружены дивонские угли, флюорит и проявления железных руд. Рассматривались планы освоения месторождений, строительства железных дорог, речных и морских портов. Во время войны в 1942 году состоялась первая геологическая конференция. Чернов делает обзор исследований и определяет перспективные направления развития геологоразведки, научных исследований. Затем эти конференции перерастут в геологические съезды. Сегодня такие съезды проводят раз в 5 лет. В 1944 году на базе Академии наук по изучению Севера был создан отдел геологии, которым руководил Александр Александрович Чернов. А спустя еще 5 лет в Сыктывкаре создают Коми-филиал Академии наук СССР. Проект такой составил Чернов. У нас было мало людей для того, чтобы в кадровом отношении обеспечить создание института. Тогда это не удалось. Но вот уже в 1957 году, благодаря, конечно, ликвидации Архангельского стационара, переводу его в Сыктывкар, тогда стала возможность уже в кадровом отношении создать институт. И представление о создании института было поддержано Академией наук. И фактически вот тогда, 11 апреля 1958 года, был создан Институт геологии. В Институте геологии есть музей имени Александра Чернова. Здесь воспроизведен его рабочий кабинет. Именитый ученый более половины жизни посвятил геологическому изучению Коми-края. Именно Александр Чернов является основателем Института геологии. Ученый опубликовал более 140 научных работ. В основном они были посвящены изучению геологии и полезным ископаемым Среднего, Северного Урала, Пайхоя. Профессор был удостоен множества правительственных наград. Его именем названы улицы в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Воркуте. Его именем назвали вот этот минерал – черновид. Дело, которому посвятил свою жизнь Чернов, продолжили его ученики. Среди них Вера Варсонофьева, первая в стране женщина, удостоенная степени доктора геолого-минералогических наук. Именно она первая писала геологию Печора-Илычского заповедника. В музее хранится ее компас и дневники. А это кабинет академика Николая Павловича Юшкина. Здесь множество разных минералов, которые ученый привез из многочисленных экспедиций, а также те, что были подарены коллегами и друзьями. У каждого экспоната, фотографии и личных вещей своя история. Здесь же большая библиотека, в которой собраны труды знаменитых ученых, зарубежных и российских, а также раритетные экземпляры XVI-XVIII веков о первых геологических исследованиях. Здесь же
Книги под авторством самого академика. Николай Павлович 20 лет руководил Институтом геологии. Это были трудные годы, но они открыли и новые перспективы. Было построено новое здание для института. В это время после исследований открывают множество новых месторождений – угля, нефти, природных газов, горючих сланцев, титановых руд, коренного и рассыпного золота, меди, кварца, бокситов. Сегодня бокситы добывают на Южном и Среднем Тимане. Во времена руководства Николая Павловича Юшкина сотрудники института особенно активно участвуют в международных форумах за рубежом. В 1995 году начал выходить журнал «Вестник Института геологии Коми», получивший широкую известность. И в 2010 году этот журнал первым в регионе был включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов. Сыктывкарская минералогическая школа приобретает международное признание. Именно Николаем Павловичем были заложены те направления науки, которые его ученики, последователи и единомышленники развивают и сегодня. Юшкин, конечно, человек уникальный не только для нашей республики, для нашего, но и для всей страны. Он был не просто выдающийся ученый, он был и очень замечательным человеком. Благодаря ему здесь вот сформировалась такая вот минералогическая школа юшкинская. И у него блестящие научные результаты, блестящие организаторские способности. Юшкин как человек, как ученый, он был просто неповторим. Это я говорю не только потому, что он был мой учитель, и я ему очень много благодарен, но и объективно оценивая. У Юшкина открытий и достижений очень много. У него очень много наград разных. У него даже есть российский вариант Нобелевской премии, он лауреат Демидовской премии. У него есть премия «Триумф», который награждается самых выдающихся ученых российских. Он вообще автор открытия по кристалломорфологической эволюции минералов. Если Александр Чернов задал основные направления деятельности института, то его последователь Марк Вениаминович Фишман их развил. А широкого признания института в научном сообществе добился Николай Павлович Юшкин. Уральское отделение РАН ежегодно объявляет конкурс и вручает диплом имени Николая Юшкина за научные труды, открытия и изобретения. Регулярно проводятся научные юшкинские чтения. В честь академика назван один из минералов. Он называется юшкинит. Вообще мы стали известны прежде всего по тому направлению, которое Юшкин заложил, основы которого – это генетика и информационная минералогия. Минерал рассматривается как письма из геологического прошлого. Изучая отдельные минералы, мы можем очень много узнать об истории образования этого минерала, об истории вообще геологического развития этого региона. Кристаллография – одна из древнейших наук. В начале 20 века, казалось, в этой области все уже было открыто. Но российские ученые продолжали изучать морфологию кристаллов, то есть как они формируются и растут их грани. Алмаз – самый твердый минерал в мире. В зависимости от того, в каких условиях он сформировался, зависит цвет и чистота минерала. В ювелирной промышленности ценятся голубые и черные алмазы. Самые дорогие камни, которые используют в других отраслях, конечно, алмазы чистой воды, прозрачные. Они самые востребованные. Вот это алмазы уральского типа. Среди них часто встречаются алмазы чистой воды. Свое название «алмазы уральского типа» они получили благодаря исследованиям наших ученых, которые внесли наибольший вклад в изучение этих минералов. Вот это вот и фактически почти идеальный кристалл уральского типа. Именно по ним-то легко работать. Они очень яркие, красивые, блестящие. У нас на Тимане именно такие составляют основную массу, которые добыты. Людей всегда интересовали вопросы, где и как найти алмазы, и чтобы месторождение было богатым. Поскольку алмаз очень ценный минерал, его нельзя просто раздробить и оценить его качество. Кстати, именно так изучают большинство полезных ископаемых. Но об этом чуть позже. Ученые Института геологии Коми нашли малозатратный способ. Они начали изучать форму алмазов. За несколько лет сотрудникам Института Коми удалось построить математическую модель, по которой можно определить, много ли алмазов в месторождении. То есть по форме кристалла станет ясно, будет ли разработка месторождения экономически выгодной.
кристаллы хорошо изучаются визуально, эти кристаллы отличаются определенным типом граней. Вот если вы посмотрите на кристалл вблизи, вы обнаружите, что здесь существует вспомогательное ребро. Вот по вот этим вспомогательным ребрам можно определить различные морфотипы. Есть одна особенность, что вот эта форма самая редкая. Его вероятность нахождения 3%. У остальных 10%, 10%, это 14% и так далее. А вот этот алмаз 3%, самый редкий. Но если у вас не 3%, а увеличенное количество или уменьшенное, это наиболее вероятно. Это признак того, что маломощное месторождение. Тут кристаллов получается мало, соответственно, месторождение не такое богатое. Совершенно верно, совершенно верно. Один из выводов можно такой сделать. Алмазы уральского типа образовались на глубине 250 километров при очень высокой температуре и высоком давлении много миллионов лет назад. При движении литосферных плит на планете происходили мощные землетрясения. Именно тогда алмазы были вынесены на поверхность Земли. Такие процессы завершились в юрском периоде, примерно 145 миллионов лет назад. Вещество, которое выносило алмазы, называется кимберлит. Скорость движения – это отдельный разговор, потому что все считают, что это взрывное течение. Но если мы имеем дело с расплавом, расплав не может двигаться с такой скоростью. Но все равно скорость порядка курьерского поезда. То есть это 100 км в час. То есть все эти процессы, и если не препятствовать этому процессу, то они выносятся за день, грубо говоря, оттуда на поверхность. Но это, как правило, не бывает. Всегда бывают остановки. Остановка, потом еще один этап и так далее. И вот на этих этапах форма тоже может меняться. Она травится, у нее там появляется дополнительный рельеф. Поэтому, если вы посмотрите на кристаллы, здесь, видите, сложная поверхность, сложная. После выхода на поверхность кимберлит застыл, и образовались так называемые кимберлитовые трубки. Сегодня это маркеры. Если геологи нашли кимберлитовую трубку, значит поблизости могут быть алмазы. А во время выхода на поверхность в кимберлите алмазы могли растворяться и изменять свою форму. И когда они на поверхность вынесены, будучи, с ними уже ничего не происходит. И практически они потом миллионы лет они сохраняют свою форму. И сегодня по форме и степени растворения алмазов ученые точно могут сказать, какое количество алмазов в данной россыпи, какого они качества и стоит ли искать коренной источник, то есть выгодно ли вести дальнейшую разработку. Вообще, от поиска полезных ископаемых до разработки месторождения может пройти достаточно много времени. Да и технология поисковых работ разных полезных ископаемых тоже отличается. Но все же сначала геологи едут в поле, чтобы собрать нужные материалы для исследований. Добираться до места исследований бывает довольно непросто. Дорога пролегает по рекам и болотам. Месяц, а то и два приходится жить в полевых условиях. Отбирать пробы приходится в любую погоду. Солнечную с комарами и мошками, иногда в дождливую или даже снежную. На улице по градуснику утром было 2,5 градуса. Сейчас потеплело 3,5. Но снежок. Место, в котором ведется поиск полезных ископаемых, изучает множество исследователей. Геологи, минералоги, петрографы, палеонтологи. Существуют некие закономерности и маркеры, по которым и определяют наличие не просто рудопроявлений, а крупных месторождений. Рудопроявление – это место, где есть небольшое количество полезных ископаемых, но разрабатывать его экономически невыгодно. Оказывается, алмазы бывают совершенно разных видов, и отличаются они не только по цвету и чистоте камня. Недавно ученые Института геологии в Карской остроблеме нашли совершенно новый вид природных алмазов.
которые образовались из остатков древней древесины. Они отличаются от обычных алмазов. Их нельзя использовать в ювелирной промышленности, так как они очень маленькие и относятся к техническим сортам. Карстская астроблема – это гигантский метеоритный кратер на поверхности Земли. Иными словами, это звездная рана на поверхности Земли. Карстский кратер – один из крупнейших в мире. Он образовался около 70 миллионов лет назад в результате падения крупного астероида на поверхности земной коры в области побережья Карстского моря. В эпицентре падения возникли гигантские температуры и давления, в результате чего произошло катастрофическое разрушение пород, их плавление и даже частичное испарение. В месте падения образовалась гигантская впадина размером около 65 километров. Каждый четвертый метеоритный кратер на Земле – источник разрабатываемых полезных ископаемых. В Карстской астроблеме в результате падения астероида на черные сланцы образовались опоугольные алмазы. Эти алмазы были открыты российскими учеными еще в 80-х годах прошлого века. Именно эти алмазы и изучали наши ученые сегодня, уже на современном уровне. Но кроме опоугольных в алмазных концентратах исследователи нашли еще один новый тип природных алмазов. Необычные коричневые, бежевые и бесцветные прозрачные крошечные частицы, примерно с толщину человеческого волоса. Эти алмазы имели форму фрагментов древесины. Они были хрупкими, очень твердыми и не растворялись ни в кислотах, ни в щелочах. Состав вещества смогли определить сразу. Это были чистые углеродные частицы, а вот структуру пришлось определять более полугода. Они состоят из очень-очень маленьких кристаллитов, и поэтому они не поддавались стандартным методам диагностики. И привлекая обширные методы наших российских крупных научных центров с участием также зарубежных наших коллег, мы смогли установить истинно алмазную природу этих алмазов. Но оказалось, что это ультрананокристаллические алмазы. В принципе, сейчас наша задача состоит в изучении свойств этого материала. Ценность этого материала в том, что мы можем попробовать изучить эти свойства, поскольку экспериментаторы не могут получить в нужном количестве, в нужном объеме этот материал в экспериментальных условиях, поскольку такие экстремальные условия давления и температур возможны только при очень маленьких объемах, что не дает возможности изучить свойства материала. Если мы на нашем природном материале сможем проанализировать свойства, тогда, возможно, это подтолкнет и экспериментаторов для того, чтобы создать технологии получения подобных материалов в более крупных объемах. Сегодняшний геолог пользуется не только геологическими знаниями. Ему не обойтись без знания физики, химии, математики и других наук. В поле он использует не только молоток и бумажные карты с полевой книжкой. У него есть и современное специальное оборудование, и экспресс-анализаторы, планшет со специальным программным обеспечением. После экспедиции, пользуясь самыми современными геоинформационными технологиями, наблюдениями из космоса и съемками на земной поверхности, ученые составляют карты, создают объемные 3D-модели обнажений, геологических тел и рудных залежей. С тех самых пор, как человек оценил удивительные свойства природных минералов, ему захотелось повторить чудо природы и вырастить искусственный заменитель. Использование метода голографии при изучении роста кристаллов. Этим занимаются кандидаты геолого-минералогических наук Асхаб Магомедович Асхабов и Виталий Александрович Петровский, научный сотрудник Владимир Иванович Ракин, открывает новые перспективы. В 60-70-х годах прошлого века кристаллы стали применять в оптике, электронике, космических исследованиях. Невозможно перечислить все области их применения. Для этого ученым нужно было получить качественные кристаллы и в большом количестве, а в природе часто встречаются с примесями или трещинами. В Геологическом музее имени Александра Чернова представлена целая коллекция разных кристаллов, которые вырастили в институте. Здесь кристаллы кварца, квасцов, монокристаллы флюорита и другие минералы. Известно, что больше 80% содержимого земной коры находится в кристаллическом состоянии. Это и большие кристаллы, метровые, и крошечные зерна.
Ученые решили заглянуть в наномир и посмотреть, как же растут кристаллы, по каким законам. Сначала ученые выращивают модельные кристаллы размером примерно в 5 мм. Они похожи на блестки. Затем их прикрепляют, помещают в специальный прозрачный раствор и исследуют с помощью атомно-силового микроскопа. У него принцип общупывания иголочкой поверхности. Иголочка как патефонная на пластинке. Единственное, что меряется сила, отсюда и название. Он видит очень-очень близко. Если диаметр человеческого волоса около 100 микрометров, то чтобы представить нанометр, нужно разделить поперечник волоса на 10 тысяч равных частей. Вот такая разрешающая способность микроскопа. Высоту он видит и того меньше. Например, наш микроскоп, даже самый простой, может отрисовывать высоту одной молекулы. Иголочка шаг за шагом исследует поверхность. По данным строится изображение поверхности. Отсюда будут понятны все колебания и скорость роста. На основе этого делается множество слайдов. Для этого маленького ролика понадобилось сканировать поверхность в течение 119 минут. Затем полученные слайды убыстрили в 206 раз. Вот так растет кристалл. Вот эти две царапины. Сейчас вы увидите, как поверхность зарастает довольно быстро. Но даже там, где не было воздействия, ступени изгибаются, они замедляются, некоторые участки начинают растворяться. Вот этот овальный холмик становится искривленным, неправильным. Это видно глазами. Это настоящее живое кино, как там что происходит. Без царапины рост происходит вот так. Овальный холмик просто увеличивается, ступени движутся. Частота ступеней увеличивается за 2 часа, но форму он не теряет. Похоже на галактику, я так и назвала файл «Галактика». Кстати, исследование закономерности роста кристаллов установило схожесть образования минералов в природе и в теле человека. Данная коллекция была предоставлена сыктывкарскими хирургами, в которой представлены мочевые камни, желчные камни. Если посмотреть на коллекцию, достаточно обширная и по объему, что позволяет сделать достаточно большие научные исследования процесса образования камней в человеке. Но, конечно, сейчас этот материал достаточно трудно доставаем в связи с тем, что большинство камней сейчас дробят. В Институте геологии изучают не только кристаллы, но и некристаллические вещества, в том числе благородные опалы. В 70-х годах XX века после изучения структуры природного благородного опала стало ясно, что опал не обладает кристаллической структурой и представляет собой материал из упакованных по определенному принципу сферических частиц кремнезема. Эти частицы размером от 100 до 400 нанометров. Искусственно полученные подобные материалы обладают упорядоченной системой пустот. Если заполнить эти пустоты, можно получить совершенно новые нанокомпозитные материалы с необычными свойствами. Самый, наверное, известный пример – температура оплавления. Все мы знаем, что, например, золото у нас плавится при температуре 1063 градуса. Если мы возьмем его размером примерно 5 нанометров или 10 нанометров, то температура плавления его снизится до примерно 300-400 градусов. Если мы возьмем его в таком же состоянии, то в компактном оно у нас может не взаимодействовать с какими-то веществами, как вы знаете, оно инертное, растворяется только в царской водке. В состоянии наночастицы оно будет уже взаимодействовать с рядом веществ, по отношению к которым в компактном состоянии оно инертно. И такая химическая активность будет проявляться у большинства веществ, как только мы их начинаем получать в виде очень-очень маленького размера. Несмотря на научные достижения в этой области, у ученых много вопросов, на которые еще предстоит ответить. Например, почему эти наночастицы получаются сферическими и одинакового размера, а также как получить этот материал в большом количестве и как же получается сам каркас. Почему они структурируются и как они структурируются, это вопрос, на который я пытаюсь ответить уже несколько лет. Это вопрос не совсем понятный. Процесс структурирования частиц, они же падают. По идее, они должны были падать случайным образом. Падают частицы одной плотности в среде другой плотности. По идее, они должны взять и образовать вот некую горочку внизу, и все.
Нет, это так не происходит. Они образуют правильные упаковки, гексагональные, упорядоченно расположенные друг относительно друг друга. Оказалось, что вот это кремниеорганическое соединение очень неустойчивое на воздухе, оно легко взаимодействует с водой, содержащейся в нем. Сейчас я занялся вот как раз проблемой, почему. И, наверное, в конце концов, я смогу с какой-то долей вероятности говорить о том, что одни факторы влияют, другие не влияют. Сколько это займет времени? По первым прикидкам месяца 3-4, может быть 5. После этого я буду еще это анализировать, и если все будет замечательно, я напишу статью. За каждой научной статьей большая работа в поле и длительные исследования в лаборатории. В следующей программе мы расскажем о других научных открытиях и работах ученых Института геологии Коми.